Предприниматели рынка Дордой требуют, чтобы власти решили проблемы с пропуском товаров из Китая. По их словам, у некоторых предпринимателей товар на границе задерживает уже 6 месяцев, и они на грани банкротства. Это все началось с начала года. Весенний наш товар остался весной. Весной, который мы заказывали, летний товар он у нас остался, получается, из-за пандемии. Ну, мы думаем, ладно, мы ждали, все ждали, но уже просто предел. Вот представьте, люди вложились на весну, на лето, мы вложились уже на зиму, получается. Если сейчас зимний товар не придет, там, допустим, у нас кратчайшие сроки, нам 5 дней буквально, он должен прийти, мы еще как-то 20-30 дней должны расторговаться, потом уже нету резона этот товар торговать, потому что на следующий год он будет не актуальный. По словам предпринимателей, именно кыргызская сторона не пропускает грузовые авто, потому что чиновники делят кресла, а на границе полная неразбериха. Я бы хотела, опять же, пользуясь случаем, обратиться к премьер-министру, его президенту Садыру Нуркужевичу. В первую очередь надо решать проблемы бизнеса, который пополняет бюджет государства. И в первую очередь надо решать территорию именно границы, чем нежели раздавать портфели там. Я думаю, когда мы решим вопросы границы, когда мы решим проблемы бизнеса, и мне кажется, тогда и экономика страны будет пополнение бюджета. Ассоциация рынков и предприятий торговли уже предупреждала, что все предприниматели в сфере торговли с 1 ноября перестанут платить налоги до тех пор, пока правительство не решит проблему на границе. С фонды, ни другие отчисления. Дордой – это, считайте, второй после Кумторга стоит по выплачиванию налогов. С помощью наших налогов получают пенсионеры, пенсии, учителя, медработники и все оставшиеся бюджетные работники. Поэтому послушайте нас, как можем мы получить наши товары. С этими вопросами наша съемочная группа обратилась в вышестоящие органы, где нам сообщили, что 6 ноября планируется провести встречу представителей 2 стран, которые обсудят проблемы и алгоритм перевозки грузов для скорейшего получения товаров кыргызскими предпринимателями. Чтобы на этом совещании обсудить эти все проблемы. Кроме того, мы сейчас попросим китайскую сторону, чтобы на этом совещании приняли участие местные власти, то есть на уровне замгубернатора или губернатора СУАР КНР. А также на этом совещании будут участвовать все госорганы как от нашей стороны, так и от их стороны. И на этой площадке мы попытаемся решить проблему по перемещению грузов. Не по открытию границ, не по этой проблеме не стоит. Проблема стоит в том, что как можно участить эту процедуру. В принципе, наши перевозчики, с помощью них, они говорят, мы готовы предоставить машины и организовать быстрое перемещение, пересцепку товаров и привезти их на нашу территорию, оставить и обратно поехать за остальным грузом. А дальше, когда мы на нашу территорию уже завезем груз, уже их потом отвезти на место растаможки, это уже остальные логистические услуги. Стоит отметить, из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, в том числе и Кыргызстан. На данный момент частично открыты границы с Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.